Уже середина ноября, мы наблюдаем вот эту осеннюю погоду, листва желтеет, спадает, и вокруг нас накрывают уже вот эти серые будни. Однако, если мы придем к мечети центральной, то на входе нас встретит вот эта зеленая поляна. Этому газону 2 месяца, но он уже выглядит как 3-летний. Это радует не только глаз, оно даже поднимает настроение, потому что все вокруг серое, а приходя в мечеть, все такое зеленое, светлое, красивое. Это очень приятно здесь находиться и наблюдать за всем этим. Это и полезно, потому что каждая трава, каждый листочек выделяет кислород, мы этим дышим. Однако, конечно же, нужно знать, что этот результат был достигнут трудом и стараниями переживающих людей, в частности, прихожан нашего города. Изначально был вложен ручной труд. Вышли прихожане мечети, мужчины, молодые ребята с лопатами. Поливали даже землю, потому что она была жесткая, ее невозможно было вскопать. Поливали, чтобы размягчить. Потому что стояла знойная жара, и вспоминается, как мы здесь в жаре и сухую землю мучились копать. И таким образом с начала лета началась работа по благоустройству этой территории. Почву подготовили. Убрали комки, убрали весь сорняк, прошли сначала гербицидом, чтобы здесь сорняк не рос. В дальнейшем начали засеиваться. Вот правильно еще схему правильно засеяли, и плюс еще хорошие проверенные семена, которые тоже влияют вот на такую схожесть. Были высажены туи 2 разновидностей, сирень, лиственница, можжевельники, а также были высажены декоративные яблони, рояльти и абсолютно новый сорт яблони Меджикорд 2. Их особенность – это выносливость нашего резкого континентального климата и устойчивость к вредителям на низком рослом подвое. Благодарность Сали Хазрату, что он нанял очень хороших специалистов, которые подсказывали, как нам делать это все. И также были вложены немалые материальные средства. Около 500 тысяч рублей было собрано только прихожанами нашей мечети, нашего района, прихожанами мечетей, которые переживают за благоустройство территории вокруг мечети, за то, чтобы наш город выглядел красивым и благоустроенным. Просьба жителей Нижнекамска, не топтать, не ломать, потому что это все делается для нас, чтобы мы, как говорится, радовались, жили в чистом городе, тем более в таком городе промышленном, как наш, нужно больше высаживать растения, чтобы больше выделялся кислород. Я надеюсь, что будут обходить каждую травишку, стараться не наступать на нее. Вытаптывается, корневая система нарушается, особенно тогда, когда только высеяли, начинает корень развиваться, и в это время, когда наступаешь, получается обрыв мочковатых корней. Они очень нежные, они еще не успели образовать мощную корневую систему, сеть, скажем так, корневой системы. В дальнейшем уже трава в этом месте вытаптывается и не растет, она не может постоянно восстанавливаться. Просим у Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы Он принял благодеяние, принял эти милостыню, пожертвования, которые сделали прихожане, и тот труд, который они вложили в это благое дело. И надеемся, конечно, что это действие вдохновит других наших горожан, которые также захотят сделать свой вклад в развитие благоустройства нашего города, а не ждать, что кто-то придет и за нас сделает эту работу.